Это аналитический обзор. Добрый вечер. 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. О том, чем занимаются государственные служащие, как они защищены, что ими движет, мы сегодня поговорим с советником министра труда и социальной защиты населения Сериком Беркамаловым. Здравствуйте, Серик. Добрый день. Ну, знаете, Серик, понятное дело, что во все времена государственная служба, она в любой стране имеет особый ореол. Но все же есть такое ощущение, что особенно в последние годы государственная служба не столь популярна. Или, может быть, я ошибаюсь. Что вы скажете? Насколько она востребована среди участников рынка труда? Наверное, соглашусь с вами с тем, что государственная служба, наверное, нет того уже ореола. Не так она, может быть, конкурентна на самом деле, да, на рынке труда в целом, но вместе с тем у государственной службы есть свои плюсы, и сейчас она становится очень интересной, в первую очередь, наверное, для молодежи. Вот, насколько я могу судить, сейчас, наверное, где-то каждый третий государственный служащий – это молодой человек до 35 лет. Это наиболее такие амбициозные, молодые люди, которые видят свое будущее, связывают свое будущее с нашей страной. И в принципе, у них есть достаточная такая сильная мотивация к тому, чтобы чего-то достичь, потому что, в принципе, сейчас очень неплохие законодательные изменения в плане государственной службы есть. И в этом плане есть возможности для роста, если ты действительно хорошо разбираешься в своем деле, хорошо исполняешь свою работу, и у тебя есть достаточно хорошие перспективы для роста. Но в части конкурентности заработных плат, да, она несколько ниже, чем такой хороший там, корпоративный сектор, допустим. Если я буду судить там, о юристах, да, они могут получать в корпоративном секторе там, может быть, на порядок выше, да. Но, с другой стороны, у государственной службы есть свой достаточно неплохой социальный пакет, там, допустим, к отпуску, 2 оклада к отпуску, есть возможность получения бесплатного жилья от государства. Ну, конечно, не сразу, как ты придешь на государственную службу, какой нужно будет, конечно, отработать достаточно серьезный период, но вместе с тем есть такие вот дополнительные привилегии, которые полезны в этом плане. Но я думаю, что сейчас люди приходят на государственную службу, конечно, не из-за денег, вот, а большей частью, наверное, это идея. Но, вы знаете, у меня вопрос, к которому я хотел бы подойти с двух сторон. Насколько качественно реализуется принцип меритократии сейчас на государственной службе? И у этой проблемы два конца. Во-первых, действительно ли работают механизмы объективного роста на основе квалификации и достижений внутри госаппарата? Это самое важное. Да. Можно первые 5 лет потерпеть, если ты знаешь, что ты в конце станешь там директором департамента и по-честному там вице-министром. И второе, в регионах искоренено ли это? Вот помните, были смешные случаи, когда в каком-то управлении там где-то в одном из регионов отец, жена и сын, и они все вот там, да? Ну, сейчас, наверное, это все. Но как вот это регулируется, чтобы не было конфликта интересов, чтобы госслужба не использовалась как синекура? Меритократия в целом работает. То есть в нормативном порядке тут все урегулировано достаточно четко и жестко. Возможности для роста внутри системы, если ты пришел сюда там, на должность, допустим, специалиста и расти там, до главного эксперта, начальника управления, директора департамента, есть все возможности. С одной стороны, это хорошо для тех, кто внутри госслужбы. То есть расти можно без всяких проблем, если ты справляешься со своими обязанностями и проявляешь где-то инициативу, креатив, то тут вообще как бы возможности есть, тут очень спокойно можно расти. С другой стороны, я думаю, что у меритократии есть другая сторона, другой минус, что если ты не на госслужбе, очень тяжело зайти туда, уже на серьезную должность, потому что вот эти вот как раз-таки внутренние барьеры,
то есть возможность расти внутри госслужбы, они не пускают туда экспертов с гражданской сферы, то есть зайти на достаточно хорошую должность и под хорошую заработную плату достаточно трудно. Я думаю, что здесь как раз-таки еще можно агентству по делам государственной службы поработать над этим вопросом. То есть сделать возможность, как вот недавно, допустим, у нас было в судебной системе возможность бокового входа, так называемого бокового входа для юристов из частной практики, когда можно было зайти, не будучи в судебной системе, да, сразу на должность судьи там, апелляционной инстанции, допустим. Я думаю, что на государственной службе тоже такая возможность должна быть. В части того, что, ну, во-первых, большая проблема командные перемещения, пока я думаю, что с этим борются, пока я не скажу, что очень успешно. Возможности такие есть, когда политические государственные служащие могут менять свой аппарат и вести с собой, ну, как бы команду за собой. С одной стороны, в этом как бы есть и свои плюсы, потому что ему нужно работать с теми людьми, с которыми он умеет работать, сработался. С другой стороны, это, конечно, тут есть и свои коррупционные минусы. А в части там, родственных отношений, ну, тут прямой запрет есть, как бы нельзя работать в прямом подчинении близким родственникам, в том числе там кудалар, допустим, там, да, это, ну, сватья, имею в виду, там, невестки, зятья в прямом подчинении друг другом, они, конечно, работать не могут, это законодательное ограничение есть. Мне вот интересно следующее, знаете, как вы оцените, ну вот, безусловно, когда человек занимается долго государственной службой, это прекрасно, он знает свою работу, да? Но, как при обсуждении налогового кодекса, ряд депутатов говорили, что проблема налогового кодекса заключается во многом в том, что его формируют люди, которые всю жизнь распределяли деньги. И среди них мало людей, которые создавали рабочие места и платили налоги. То есть сущностно вопрос об несколько искаженном, однобоком восприятии реальности, когда ты всю жизнь внутри государственной службы. Это не касается там, военных, дипломатов и так далее, потому что у них специфика такая, потому что армия не может быть частной, как и дипломатия. Но при регулировании экономических отношений важно, чтобы человек лучше понял. Как это вот можно, как вы считаете, как можно эту проблему однобокости исправить? Ну, вот как раз я об этом и говорил, о том, что это проблема закрытости государственной службы. Когда ты, если ты изначально туда зашел, и ты постоянно внутри ней растешь, и все равно ты находишься в своем и информационном пузыре, управленческом пузыре, тут уже происходит профессиональная деформация, естественно. Вот поэтому как раз-таки и нужна возможность заходить на государственную службу вот, из гражданского сектора, из общественной деятельности, завлекать туда экспертов, но чтобы их завлечь, то нужно что-то предложить стоящее для того, чтобы они туда приходили. А люди хотят работать. Сейчас все гражданские активисты, общественные деятели, правозащитники, они с удовольствием участвуют в законотворческой деятельности, да, в реформах, которые сегодня проводятся, но все это делается, естественно, только на голом энтузиазме. Это фрагментарный характер имеет. Если мы хотим, чтобы это работало действительно очень серьезно, аналитически потенциал использовался постоянно, системно, то тогда должна быть возможность заходить таким людям на государственную службу, при этом это должна быть действительно конкурентная заработная плата. Я думаю, что вот тогда мы сможем и решить как раз такой вопрос, когда госслужба замыкается сама на себе и не получает вот этого отклика от общественной жизни в целом. Ну, осталось пару минут. Завершающий вопрос. Что бы вы хотели и, может быть, предлагаете изменить сейчас в статусе государственных служащих? В статусе государственных служащих она слишком, конечно, очень сильно зарегулирована. Здесь немножко нужно дать свободу людям, потому что, с одной стороны, правильно, что есть нормативное четкое регулирование там, статуса госслужбы, но вот эти жесткие рамки, они ограничивают людей в плане возможности проявления вот того самого креатива, идейности. И здесь вот свободы этой нету. Вот эта не свобода, она зажимает людей, и они работают только так. Вот тебе сказали, он делает поручение, и дальше он уже не задумывается о том, к чему приведет его действие. Никакой аналитики практически вот не бывает. Понятно. Ну что же, поздравляем всех государственных служащих с праздником и желаем успехов на ниве развития нашей страны. Это был Серик Беркамалов, аналитический обзор. Всем доброго.